السلام عليكم. تاعنا تعرض داق إيرو وإذا إسلوها إتلوها سايتلوها شيتلوها بيسكس أوشا سام كمين تاريشين شكتور دوي أتسولتها إيدو وي ذكر شيني تحرى جمعش دش قمال دي دوي حال هو بين بولبولخ يكناو يرى وبعنيا يلينيو تاقا أقن شيني قبولا مسلمة يويوها دقدايتش إبال بيربوك وداملا إن شاء الله. Записка номер 9. Производственный уклад. Левый берег реки Марта, где находилась часть Мартана, было безлюдно, там обжитые и ставшие частью Мартан хутора. С берега хорошо было видно, обставшие надолго и обросшие бурьянов заброшенные сады. Как рассказывают чинахи, когда Марта разливалась в период проливных дождей, в горах шли порой и 2 недели, река разделяла Мартан, и люди не могли переходить в бурлящую реку. Когда река разливалась, река приносила много камней. Часть этих камней белая, как куриные яйца, отбиралась и накапливалась для добычи с них извести. Раньше известь добывалась на левом берегу, теперь это делается на правом берегу реки Марта с восходом солнца на окраине Шира-Ашха, а с заходом солнца на окраине Мартана. Недалеко от Шира-Ашха известь добывали рядом со своим хутором люди из племени Мержи. Они копали яму размером 4 метра в длину и 2 метра в ширину, закладывали туда дрова, сверху обкладывали их отобранными белыми камнями и поджигали огонь, от огня камни лопались. Когда дрова заканчивали гореть, огонь остывал, горячие камни обливали водой тут же протекающей реки, и камни начинали лопаться и рассыпаться. На окраине Мартана, в верхней ее части, известью занимались наемники-иранцы. Они прорыли на берегу яму таких же размеров и высоту 1,5 метра, сверху укладывали железными жердями и на них укладывали камни, в прорытый проем закладывали 4000 дров и поджигали. Остальное они делали как мастеры из Мержи. Река приносила много поваленных деревьев и камней, и поэтому этот материал находился под рукой работников. Известь брали со всех хуторов и всех округов. خذها وين خزنا производственный укладью, так وين тига гушли куду. Тига نقشي جوز داخل تاقا تكنولوجي شاتا نموخ دلها شين إيشبول كيربلا إيزيستيلا إذا يقوش خلصنا تاقا سيرنا يوم نكس أوشها بولبا يأدن شعادة كتير بولبا يتشلا يوخا إشاش بين بولبولخ كيرا إذا بوركوش خلق سعر جون عمل له يرتشك جون باقي جينو هم لين خدو سعر أو لاشي شينا أخشوك خلق سعر دو سعرش تنديلا تيجا هادو الحال إمرتا دونش ليش شير دارش خلازا أختصو تيجا حاجوش يكونوا نالشي ميلوش عورة شن أتو بغير سلق وشا لقيت عمد وين خاديشتي ثم خلي كوكا زي بوش بولتوم إذا توم باش بول باش تاق كير بلا قيت عسبريز وسنهمش ليلوش تاق حجريش يش ديشة مصو أورا ديكش أورا يدوك وي ويجري تشقبر لقوت خير. Записка номер 10. Похороны.
У чеченцев похоронные дела устраивались немного по-своему. Во дворе ноябрь. Так много убитых за один раз в Давто, Мартане в нахождения здесь не было. Месяц назад при нападении на Кизляр с Довта, Мартана из вокруг лежащих хуторов было убито больше 20 человек. 5 убитых привезли, остальных похоронили там. 3 убитых были из Довта Марта, Ида, внук Гурчака Абал, внук Хизри Хаджи Исмаил, сын Мона и родной брат Наиба Алдам Ислама. Еще один был из хутора Мержи и один из Тумси. Тазит, прощально-соболезновательный обряд, устроили во дворе в медресе в Шира-Ашха по брату Наиба Алдама Ислама, а во дворе Гурчака по 2 убитым внукам Хизри Хаджи и Гурчака. Двор Гурчака был очень большой. Напротив ворот, под навесом на больших пнях установили доски и на них уложили овечьи шкуры. Во дворе было очень холодно. Родственники и близкие убитых устроились прямо напротив ворот. На самом почетном месте сидел Арспи, рядом с ним Хизри Хаджи и Гурчак, Дюзи и Бака сидели за ними. Одни меняли других, но не низменным оставался Арспи. На первый взгляд казалось, что все рассаживаются как им удобно. Но, наблюдая за участниками тазита, я уловил твердое правило поведения. Когда входящие во двор для соболезнования подходили, они читали молитву и обращались к близким родственникам погибших, соболезная. Потом приветствовали гостей, затем рассаживались, уходили в сторону. Родственники сидели напротив ворот, справа от них сидели только гости. Чем гость почетнее или издалека прибыл, он садился ближе к родственникам, принимающих соболезнования. Жители Довта Марта и вокруг лежащих хуторов садились или стояли с левой стороны от родственников. Рано утром с большой группой людей на тазит прибыл Томат из рода Эмзи. Все встали, и он сел рядом с Арспи. Следом за ним огромное количество людей во главе с Маса, сыном шейха Коти. Маса сел рядом с Арсби и Таметом. Арсби не дал другим даже сесть и, поблагодарив их, отправил на другой тазит. Они хоронили брата Алдама Ислама. Немного погодя Арсби отправил и Масу, он был старшим из принимающих тазит в Шира-Ашха. Все 3 дня на тазите присутствовал Шоеб Мала. Он был двоюродным братом Гази, Гурчаги, Гаймарзи и Юсупа. Шоеб Мала вместе с Чинахи и со своими людьми отлучались соболезновать по другим погибшим. Все 3 дня было огромное число соболезнующих, близкие шейха Мансура с большой группой людей из Алды. Пробыли на тазите 2 полных дня Арсаноевский Иски со своими людьми Наиб Иса Гендергений Мухаммад Гехинский с людьми Аздамир из Цеоци и Сулим из Архи со своими людьми Байбатер Хаджи из Архи со своими мюридами Эдак из племени Зунси с людьми из своего рода пробыл все 3 дня известный Манти из племени Тумси с людьми своего рода. Проживающие в предгорном поселении Ашха 2 дня были люди из племени Аки из Валерика Мержи от Карабулаков, во главе с известным старцем Ади-Иди. Оружие у кого было с собой, оставляли на улице, кроме кинжалов. Ждали имама Шамиля, но он с Гойти должен был срочно вернуться в Дарго. На 3-й день семьям убитых пригнали скот и разную снеть на повозках. На 4-й день ворота Гурчага закрыли, кто приходил, ходили к Хозе Гази и Хизри Хаджи. Приехали за 100 человек с горной крепости Чинахи Ушкаги в главе с Наибом Дуби. Там своего дела камела, тезет у тебя ючик. Там от ючил тезет кеп, уай дагьечи, тахна духолеха, и тезет кеп тахна лилусью. Таха тига бошек худу, и бэйн нах ошму бэйн, оша кизляри бэйн бо. وين دقدو شوية مولا الغاز خشاء
زودري بيري شي حلو شيطانا شي ولقنا يلوزر بيلخ بلا أشلاس الياس زلور نكش بينا اشتا سنديلا شميل مغوح هيكو من دلوك داس بوخشي أو شويب مولس إناخا موقع بيخنا مرشا بيخنا كيزلارا برش باس بيش برش تاقا سندالت أما بيحتل مغاسكي أوشا إيشا باش سرگره قويلا يقطب يقنسو وشويب مولس İşte etmişler, sigabayı nabos. Oşa başı gelir nabo, çin hoy zumsi merje, tumsi sergelir nabos. Dakika sigabayın güçlü, satezet sergelir nah bolçayın. Sametayı oja وقمتايو. İşte akep iades oşa lilos kılasar. Dakika sigabayın güçlü bilu. Uskagi baso, uskalio. Alcina boso, metki siga uskal boso, metki itum kal halka şöyle. Sigar aviyana, duba hella, dukoşes nah boso. Dak imam Şamil vaviye şöyle siga. İza etutsa bolu şeyuğa viyer, dergo halva viyer şöyle aliyuğa. Halva iza. Dak vayin siga gustek hudu. مصو خينا مخو دلها إعادة سليلو خلق أسلاخ توام خلا تيزي سليلو خلا ساق دو قوش خلا بيجيش حيا كده تان ساق دقيت صدقي بوح نيتش هتصور شلو ساق دو قوش خلا دوكو خاصو برشي نفسها وين تحديتل تاقا والزور خايسة أذا داعي أزنا وين ما خوش ده نموخ ده أذا تيشو أذا سيجا ساليل دجا وين حقويتا تيشو أيوق شو تريش أوشا شيخ منصور تلجيجر ناخي أقا ألدي باك المو تلجيجر ناخي أقا شويب مولا هتي بيتيش ألتر سيجاستون شيء جيرلو هلا تير إيش تسوق أحا قصار صدق استخل بول باشلا توم باشلا بيرش خي واشلا يوهي باز ديشيت شلا دين دوي دين مسرب دين صون تسبل إيش تشقوا لك إناخ إن شاء الله لا سانا يصل حيش بيبو صالح. Записка номер 11. Масса. Мое любопытство и желание к познанию истины. Постоянно толками меня что-то искать, спрашивать и слушать. Занятые люди и обстановка в Довто-Мартане и в Чечне не способствовала к долгим разговорам. Но, несмотря на это, проявляют должный такт и уважение к гостю, охотно отвечали на мои расспросы и Арсбе, и ставшим моим большим другом Маса, сын шейха Котя. Ему было около или за 70 лет, но энергия в нем бурлила. Это был без предела храбрый и неуемный человек. Он вечно хотел сделать что-то большое, и это ему давалось. Маса был наследником многих написанных и собранных его отцом, шейхом Котя, знаний. Шира Ашха он был самый авторитетный, и Наиб Алдам Ислам, его двоюродный брат, подчеркнуто обозначал его значимость и лидерство в Шира Ашха. Но и в Мартане он был не менее авторитетным, приходя туда, кого-то отчитывал, кому-то делал замечания. А на первых порах был убежден, что им он был дедом или дядей. В отличие от Арсбе, Маса рассказывал и не сомневался в истинности своего повествования. Чеченцы, он считал, вернулись к себе домой, после 1000 лет скитаний по историческим местам Египта,
Малой Азии, Турции и Южного Кавказа. Имели свои государства и даже были перунами Египта. Но вечные войны с другими народами сокращали их население, и они продвигались туда, откуда они, потомки Дзуркая, ушли когда-то. Он считал, что они чинахи, потомки царей страны Мартан. Когда я спрашивал, что вас связывает с адыгами и почему черкесы, кабардинцы и шапсуги бывают только у вас, и через вас строят отношения с другими племенами, он говорил, что это тайна времени, и рассказал, что много сот лет тому назад, может и тысячи, у предков чеченцев было свое государство, и чинахи жили в большом городе. На их государство напало несметное количество войск, и город уничтожили, многих поубивали, остальных погнали на восток. По пути умирало много людей, и в конце концов их полуживых пригнали в чужой город Гарм. Город был разрушен, на улицах валялись разложившиеся тела людей и животных. Вокруг этого города жили люди одной их крови, но им не давали их хоронить. Первым делом предки чеченцев собрали тела убитых и похоронили их со всеми почестями. Этот народ настолько был благодарен поступку предков чинахов, что приняли их как желанных гостей. Потомки этого народа и являются племенами адыгов. С тех пор они и чинахи не теряют свои отношения. В один из летних дней я гостил у Маси, в Шире-Ашха. Он предложил пойти в гости на хутор к племени Мержи, к своему другу, слепому старцу Шамсу. Хутор Мержи находился пониже долины родников, в сторону Валерика. Шамсу и его сыновья встретили нас приветливо. Сам Шамсу занемог, но нас он не отпустил. Маса привел меня, чтобы послушать рассказы Шамса, но он не был расположен к разговорам. Когда наступила тишина, каждый из нас думал о своем. Шамсу позади себя взял что-то, похожее на наш кумыкский трехструнный агач кьомус. Я пригляделся, это был деревянный инструмент с продолговатой деревянной планкой, на которой от низа инструмента были натянуты две струны. Шамси провел рукой по струнам, потом большим пальцем правой руки он несколько раз дергал то одну, то вторую струну, и полилась мелодия. Я вдруг мысленно унесся по всему Кавказу, поднялся высоко в небо и видел свою родину, родителей, друзей, родные луга и реки. Мелодия вернула меня в детство и юность. Мелодия прервалась так же внезапно, как и началась. Я молчал, я не хотел возвращаться из родных краев. Мне впервые стало по-настоящему плохо на чужбине, я затосковал. Мне было стыдно, но я не смог остановить слезы, лившиеся, помимо моей воли, из моих глаз. Мы медленно, не разговаривая, вернулись в Шире-Ашхо, я хотел уединиться. Маса меня понимал, он крепко обнял меня и попрощался без слов. Сайт записки өзі вайнхазын долқамел, мудуын әлші, ұдзур хайс, сигаха, агулин материал шуш, так сигаха. Сунна хазын шуду тахсин олы вайна вайга агуш яхканын сойда. Сига юич Египетю, сига дуйтуш эзелин шеришду. Сигаха цанхена, масейт эдир шалха, игарбош, сагалю, асона таджикистан юмет, сон, дик декцедо сон мичаю. Игарм сигаха. تأخذ ويشر دقة ويشك إماسة إنزلي تربل خلاوش إماسة أخسر جرجر ناخ دقات كتش متها يشو تشغل تشليل شها أخو دشت الخطر جبل شلا سار أخ زور خاي خش محلي سارك يجبل شلا سار تأخذ سنة وتزور خايوي
تاسقامين شوفداش ويمكي كيتشا وسوي داي بوي سان خوش خلق يغمك ولا ملا ولا قون غبوي سالورش خلا سالجرلو ليلوش خلا تعقبيش أديك بوسو أديك شركاش بو استعبو كبارينسي نفسيقا أديك شالق سار موسو خينا إيشين خويت إذا خش دخش بوش سارقولو ليلوش خلق سارة أديكش مليول بوليتيكا كوكازي دي عاسولي بلا داغستاني قطعة مش لا مخدلا دوق ويتع دبلوماتيسكي كوربوس أن اشتغلق أدوت مرتان سيقع بالقواني سيقع يندل وي أدم شتوي داق أملو الماتريال وين حقوي نجملو وي بوسر باو لوشا ومكي وي وشوق زرخاي دي ريس هيتو سبعي قوزة إتخو ديتشرا خرچقالشي أصلو الإنفورماسيا حيالشي أخسيقها تاسوت إريشي وين تخزدو وين أوليتا إستوريكش والبايتا جو خاصو بدوز Записка номер 12. Проводы. Прожив почти 1 год в Дофта, Мартане, я покидал их. Я переезжал поближе к своим местам, ожидал вестей о разрешении моего возвращения и прекращения моего преследования. Было очень холодно, в этот ранний утренний час. На улице не было никого, кроме моих провожатых до Цеентари. Сын Мами Тимарик, сын Ибаша, Тимаш, внук Тамата Астамир. Подарок Газиезе, черкесский скакун, ждал меня во дворе. Мои провожатые готовые были вскочить на свои скакуны, но я взял коня за уздечку и пошел медленным шагом по Мартану. Я прощался, уже полюбившимися мне местами и людьми, вечно серьезными, а порой и мрачными чинахами, которые стали мне родными. Они относились к нам с Арсланом настолько уважительно, что мы вначале думали, что это дань уважения нашему происхождению. Я князь, нагаец, Мурза, дворянин. Прожив какое-то время, мы поняли, что уважение к нам им диктует их происхождение. Переступив порог их дома, и князь, и дворянин, и простолюдин, и их заклятый враг, становится их гостем, а большого величия для хозяина дома, чем гость, в их понимании не было. Скудна была их еда, но она была в изобилии. Они никогда не ели, чтобы наслаждаться, а ели, чтобы жить. Особо доверительные отношения внутри чеченских племен, у них были с Зумси и Цеентари, родственные теплые отношения с Саки из Валерика, с Черми из Предтеречья, с Мержи и Тунси из ближайших хуторов по Круговой. Особые у них отношения были с адыгскими, дагестанскими и ногайскими народами. Отношения эти были настолько прочными и доверительными, что за этим стояло какое-то таинство, какая-то тайна. Я прощался с ними и Мартаном, где я прожил часть своей жизни, я оставлял здесь частицу своего сердца. Меня пригласили к себе пожить родственники шейха Уди из племени Шуми. Уди часто был гостем в моем отчим доме. Но Умида, бабушка Газиези, тетя Шойпа, сказала, что я буду жить в ее девичьем доме, у Шойпа мало из Цеентари. Я не звал Уми, так ее звали внуки. Ей было около 80 лет, но еще очень крепкая, очень мудрая женщина. Я бывал свидетелем, когда она и ее внуки спорили, кто из них важнее по происхождению. Она с гордостью заявляла, что она дочь и сестра глав старейшин чеченских племен, племени Цеентари рода Аки, хранителей чеченского огня и чистоты народа. Ее внуки гордились ее происхождением, но ей напоминали, что они нахи,
потомки царей и фараонов. Это происходило внутри их семьи, меня они никогда не чурались и считали меня членом своей семьи. Когда я дошел до медресе и повернул по дороге налево, на улице перед своими воротами меня поджидал старший сын Хизри Хаджи, Ибаш. Это был необычайно чутким человеком. Он извинился за возможные причиненные неудобства и поручил моим провожатым, чтобы доставили меня до места благополучно. Подошел его племянник Дапча, после тяжелых ранений в Кизляре, быстро окреп. Допча, сын Юсупа, Саадул, были всегда рядом с Наибом Гази Эзи, все трое ровесники, рослые и сильные. Я попрощался с ними. Немного отойдя от них, мы вскочили на коней и поскакали Шира Ашха попрощаться с моим другом Масой, с этим бесстрашным могущественным воином, готовый биться с кем угодно и где угодно, несмотря на свои годы. Эпилог. Маса сидел под кронами могучего дуба, во дворе медресе. Рядом с ним стоял Муртаза Али, сын Кушулона. Близкий родственник Масы, Муртаза Али всегда находился при нем. Маса спросил, как я провел ночь, как здоровье, готов ли я держать дорогу. Попросил извинения, если что-то получилось не так. Посмотрел на моего скакуна. Он повернулся к Муртаза Али, и тот подал ему что-то в холщовой мешковине. Маса вытащил саблю, отделанную золотыми узорами. Это был великолепной работы клинок. Он протянул мне саблю и сказал: «У тебя великолепный черкесский скакун чистых кровей, а теперь у тебя черкесский клинок, работ из-за кубанских мастеровых, как и пристало к князю». Он обнял меня и пожелал доброй дороги. Мы вышли со двора медресе, вскочили на коней и поскакали. Я не обернулся на Дофта, Мартан, боясь, что не удержу слезы. Я скакал по дороге домой, но я думал о людях этого бесстрашного рода, племени Чинахи. Я оставил у них частицу своего сердца, но уносил с собой их большую любовь. Я скакал и думал, сумею ли ответить я или мои потомки, хоть чем-то за их гостеприимство и доброту. Начало записки кумыкского наследного князя Зурхая, во время его нахождения в гостях у чеченского племени Чинахи из Дофта Мартана в 1841-1842 годах. Валентин Хазандал Камел, это шитло записку. Цигава Бельгилдак, что куда он дальше. Сега исторический момент чувствующий. Берш денец, Камел Чхайнец, царичек Египетию. Так потомки египетских царей и фараонов до. Из-за историка Бабуал Буцетаха, Мухалла Муду. Диктатор Таламаби Шумдук Сигадо Сельч. Мичел Дал Берш Вануш. Мича Хазан, Шейчат Хазан Мимо. Бакачарич так мимо. Кита Алиш Маят Бериш. Так Сигабич полный Амасу. Тем Мусурба Бош, тем Уэйбош. Церш воин история еще церши и цеха нахбош. Кита Амаду Азурхайс. Вучлех дангвей. Так 6 метр бацу Арслана. Так Шазур Хайна стройши. Ишта князяш бу ал штуднел и غلق شيء شوشاش ليلورا تعرف الخينا كذا نقش بوي شيء غلق هاد سعر ولا دهدون حديدا كدو ها إير ولا ها أرر حشوينا آخر خولا يبرع ولا يمرزع ولا سعر ملا باشغل يوتش ساترتي يوتش ولا ساتر سال حاشل دشلا ساتر غودش ولا Tsundela
Ирабалепи хал ير إيل وير سمع صدرجي وير إدبو إسخل إذا سو قلت كنا ذكادو إذا و أسد دويتش دلها وي دويتش دلها إشتغلات رزاقة قيس أمنشتر متشاهد أقويتا إذا объективно сидеть и духай синек ишт азадусига такка مسمتي شادعوه لا تشقوا لاس يغلق عام يغلق سلق سنت تشقوا لا ذا حشوش شادعوي دال بس يعني سلموش أتصلا دوقيا أتصحنش تعشم يوم داتا دوق نوش غلقاشا نوش أموس يوزين ستقوز تاقا تعلورش دينها أزاوينا سودي تندوق أمال أس مصو يو خا ديشو دات وندا شيتيغا أشوزا خوزا لديو شيتيغا كرور دشن خوزا دشن أقوين يشتكودو اتسن بغناغبوي أزور خايسانا حلق دينا تاياجن متقلش وين تانا نقشي بوي تارجع حقودنا إكيغت تبترش لها وين تانا وي إستوريا لاقويتو مخردل تاقا سوء دينك ويتسن برك الآلدي شمدو نعم والله يو إبيلوغير حلق وي يولين وي دابوغ لابولت شوينا يو تحري إبيلوغ كي سندقيتا إبيلوغيو إلاويو شوينا إنزري تعنوي أولي شوان شتوق تعلورش دينا عشتوي حلق زمان شخلدو همانشي غلقشي غلق تسقى شيلوش داتشون غلق مسخين ديخشتوشون بيعشو دالا بيعشو دالا إديخشتو إغلق داوا ويقومخا أسندو غلقشا دادا زام ما يغلق اشتهر دقاس Сегодня хочу сказать на русском заключение. И хочу пояснить некоторые моменты, связанные с этим каналом и почему он был создан и какова цель. Дело в том, что этот канал создавался и название его «Приличие в членском обществе». А само за себя говорит. Мы говорим о каких-то положительных вещах. То есть те хорошие поступки, те достойные поступки, достойные подражания нашей молодежи, указывая на то, что поступки чеченцев и не чеченцев, которые связаны с чеченцами, мы хотели как бы показать и про молодежи, насколько это важно. Но здесь я хочу остановиться на некоторых моментах. Вот возьмите название «Приличие в членском обществе». И, к сожалению, я должен отметить, что люди, которые пишут в комментариях, да, совершенно отвлеченную тему, начинают, например, оскорблять ингушей, кумыков и прочие национальности. Откуда они взялись? Причем тут тема приличия в членском обществе, и какие-то люди заходят и начинают оскорблять наших братьев, наших соседей. Вот в чем проблема. Вот. Давайте еще раз подведем такой некий итог. Вот возьмите, с чего мы начали. Первое, когда эта работа начиналась, мы начали с тазита. Что получилось? То есть я указываю на те ошибки и те неправильные суждения, и в конце концов люди должны понять. Мы говорим о тазите, о старике чеченцы, как они готовили
адыгских детей, княжеских детей, они становились воинами, они не просто воинами, они вбирали этикет, чеченский этикет в себя и жили согласно этому этикету. Вот давайте посмотрим, а чем это кончилось? Сразу, как только там появилось слово «армянин», значит, все бросились обсуждать это. Что это такое вообще? Разве воспитанный человек себе так ведет? Вот. Мы же не говорим ни о каких-то национальностях, ни об армянах. Далее. Мы говорим, значит, следующий материал был вот художник Захаров. Вот. И кто первый озвучил о том, что этот художник Захаров, значит, стал прототипом Цири и так далее? Армянин Шабанянц. Я это указываю для того, чтобы не развивали эту тему вот, межнациональной неприязни. И, конечно, мы не допустим, чтобы на этом канале подобные вещи сохранялись или же кто-то там это. Далее, посмотрите по хронологии. Когда мы говорили о Маисты, но это трагедия вообще. Это трагедия. И появляется человек, который говорит, я склонен верить официальной версии. Да, пожалуйста. Но там дело в том, что там нет официальной версии. Это сокрытая информация по чистой случайности, значит, была опубликована в газете. И далее уже с Хасавюрта наш брат Падаев, значит, нам озвучил это все. И о чем там речь идет? Это не может быть и так далее и тому подобное. То есть лейтенант Шинкарев не мог это сделать, и его солдаты тоже не могли это сделать, что вас обманывает. Откуда это все? У нас есть конкретная информация, а какие-то люди свои домыслы выкладывают и явно, как говорится, с уклоном враждебности. Разве можно такие вещи говорить? Разве чеченцы себя вели так? Никогда в жизни. И здесь подтверждение вот этого же. Я вам расскажу другую историю. Грузинская девочка в Грузии, в Тбилиси, когда была делегация чеченская там, на каком-то форуме, подбежала и сказала, говорит, вы чеченцы? Да. Как я вас люблю. И начала рассказывать эту историю. Оказывается, ее дед был в лагере вместе с чеченцами. Когда чеченцев после 1944 года начали снимать с фронта, и они там занимались работами, лесоповалом и так далее. И вдруг в один момент утром построили, вызвали этого грузина, его, по-моему, звали Ломонос. Вот. То есть дедушка вот этой девочки, которая это рассказала. Вот. И зачитали приказ о его расстреле. Что делают чеченцы? 30 чеченцев пошли и рядом стали. Вот, пожалуйста, с одной стороны Шинкарев, а с другой стороны 30 чеченцев спасли этого Ломоноза, грузина. А казалось бы, Сталин грузин, Берия грузин и прочее. И что с нами они сделали? Они выслали наш народ. Если бы чеченцы взваливали бы солидарную ответственность на всех грузин, но это не были бы чеченцы. Чеченцы знают, кто и как виноват, и кто их враги. Поэтому они, видите, какой поступок был. Пожалуйста, сравните эти два этих факта. Мы собираем положительную информацию, достойное поведение наших соплеменников и в историческом плане, и в нынешнем плане, и так далее, и в настоящем. Вот мы чем занимаемся. Поэтому, когда уже дошла очередь до Зурхая I, кумыкского князя, но тут уже какие-то, значит, деятели там вообще, я даже не хочу пересказывать это. Этот человек подарил нам, нашему народу, значит, историческую справку, дал оценку, указал, как говорится, свои, как говорится, добрые отношения к нашему народу. Представляете? Значит,
И это он публично делает. То есть не он, а его потомки. Делает публично. Это слышат все. Вот. И кто после этого, значит, да, смеет говорить о кумыках, а там какие-то вещи. Во-первых, когда Зурхай убивал этих солдат, да, он не говорит национальность этой девушки, и он не говорит национальность своего кунака. Может, он был кумыком, а может быть, чеченцем был, а может быть, аварцем был. Но он не говорит, и правильно не говорит. Это о чем говорит? О его высокой степени нравственности. Вот. Зачем говорить о национальности, если это случилось? И вот получается так, Зурхай это сделал этот великий поступок, можно сказать, он нравственный подвиг, и в любом смысле подвиг это. И этого человека оскорбляет. А теперь вот этим вот кумыкофобам я скажу одну вещь. Вок Хаджа, устаз Сеснер, Саясановский, устаз, больше половины нашего населения чеченского, он для них является устазом, и они являются его послушниками. А он кто по национальности? Он кумык. Теперь что вы скажете? Какое вы имеете право, не важно кумыки, не важно любую национальность. Вы не имеете права. Вы даже не имеете права оскорблять собственный народ. Я не говорю уже о других народах. Потому что неизвестно, кто вы. Вы выйдете на площадь или где-то на каком-то форуме, или где-то там, значит, где люди собираются. Попробуйте эти вещи, скажите. И вам ответят. Мало не покажется. Я вот хочу обратить внимание и еще раз поблагодарить и потомков Зурхая. Мы вас очень уважаем. У меня в последнее время обговорил, были телефонные разговоры с Арсланом, который жил, у него Арслан первый, который жил в Узбекистане. К сожалению, он заболел, у него была операция, и после этого, я не знаю, дальше у меня связь прервалась. Я очень уважаю этого человека. Много чего мне рассказал, вот, Арслан. И всех потомков кумыкского князя Зурхая я поздравляю и благодарю от всех чинахов, от всех чеченцев, от нашего народа за ту информацию, которую вы нам здесь представили. И прошу представителей кумыкского народа, в частности, не обижаться и не реагировать на некоторых неадекватных людей. Если в записках вы поняли, их всего 2-3 человека, даже один. Вот. Поэтому, если мы будем реагировать на всякие подобные вещи, то, конечно, люди достигнут того, чего они хотят. А мы хотим дружить. Вы наши братья по вере, вы кавказцы, и вы много хорошего сделали и для чеченцев. Я надеюсь, у вас есть истории, когда и чеченцы, не только история с чинахами, когда чеченцы делали много добра для кумыков, а также для других национальностей. Мы должны уважать друг друга, мы должны любить друг друга, не только как мусульмане, да, но и как кавказцы, и как соседи, можно сказать. Все в чеченском, Норчимата, Эрделас, Ведри, Асас Эрсимата, Хундитон, Альчи, Хундальцан, Хазма Хазниза, Хазмадац, Норчимобо, Мухальбиз, Шасилар где-то ночи. Солнце гала вела мила вела самусайна саком алятса сусадица муходела аза эрдукой суншия шин дичук аза хундаш молайк штаязда что кандо скривати сунжортал диз вен иш хумдас аза аслилин хумдас хухабага аса ли аслас дадиште куду сейсилар дадизас
سيدوزل سيلردا ديداس سيقوم سيلردا ديد مسلم سيلردا ديد قاس إيش أبجيت سخليه شوي ها هم بقى سيقعد دعير سويز أشترقل بس سويز ويدا دي يشتك هون دالشي ويقونا يبوزيتوش ويديكنا بوزيتوش ساعد دين دلا ديكومنس دوي أوشا يازدش دا يازدش وكيجيش دا هذا مثل إن ديتي يشتوي همش سندلا مسل بيجي دالا ديك شو ما دي أتو بايلا قوي السلام عليكم ورحمة الله